Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков, и в ближайшие 20 минут только главные события дня. Новый год – время, когда исполняются мечты. Побывать в роли кинолога, встретиться с президентом, получить в подарок коньки. Такие мечты татарстанских ребят. Их разместили на елке желаний. В канун Нового года дети мобилизованных с ОВЗ из малоимущих семей пишут свои мечты Деду Морозу. А исполняют их втайне депутаты и члены правительства республики. Чьи желания уже исполнились, расскажет Вероника Гайнудинова. 13-летняя Азалия с трудом сдерживает слезы. Сегодня сбылась ее мечта. Она в роли кинолога. Девочка любит собак и мечтает работать с ними. Бежать! Азалии рассказали о правилах подачи команд. Научили дружить с собакой. Это немецкая овчарка Фокс. Ему 4 года. Ищет взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Свои навыки пес сегодня продемонстрировал наглядно. Эксперимент провели, спрятав имитацию в машину нашей съемочной группы. Фокс с заданием справился. Узнала, что эта работа веселая, и я не ошибаюсь, я пойду на эту работу. Очень красивый, смышленый мальчик. Мечта Азалии из Нурлатского района сбылась благодаря Минтимиру Шаймиеву. Открытку с пожеланием государственный советник Татарстана снял с елки желаний буквально неделю назад. И вот сегодня девочка уже в роли кинолога. В подарок и книги Габдуллы Тукая с личными пожеланиями от Минтимира Шаймиева. Себя он подписал Дедом Морозом. Важно исполнять желания, мне кажется, не только детей, всех, да. И самое главное, что когда они исполняются, то это уж безмерно. Эмоции переполняют не только ее, и нас. Даже когда она уж узнала, что вот я ей сообщила, что нас пригласили в кинологический центр, что твоя мечта исполняется, она заплакала. Он со всеми дружелюбный, то есть он не кусается, не агрессивный, хочет всегда играть. Но у меня у самого эмоции. Приятно делать людям приятное. Вот это... У всех людей, наверное, так. Я очень рад, я сам доволен, то, что приехали. Тайным Дедом Морозом себя может назвать и Рустам Миниханов. Он также исполнил мечты детей. 3-летний Тимур загадал познакомиться с президентом. А 12-летний Руслан, увлекающийся программированием, мечтал побывать в IT-парке имени Башира Рамеева. Рустам Миниханов встретился с ребятами, поздравил их с наступающим Новым годом и вручил подарки. Молодец. Молодец. Шары с пожеланиями президент снял из елки в Москве 22 декабря. Девочка Азалия попросила синтезатор, Кирилл – футбольный набор, а Егор из Луганской Народной Республики мечтает о лыжах. Фарид Мухаммедшин перед сессией Госсовета снял открытку Даниэля Круглова из Нурлата. Мечта мальчика – прокатиться на паровозе. Собирается, чтобы мы его прокатили на железнодорожном поезде. Исполнилась мечта и 7-летнего Ивана Фадина из Набережных Челнов. Он всегда увлекался техникой и хотел прокатиться с гонщиками команды КамАЗ-Мастер. Мечту челницы исполнил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Приезжай к нам летом, мы тебя прокатим еще по летней нашей трассе. Коньки, клюшку и фирменное джерси хоккейного клуба «Акбарс» с фамилией мальчика и любимым 88-м номером сегодня получил 11-летний Даниил. Его папа сейчас в зоне СВО. Его мечту исполнил мэр Казани Ильсур Медшин. Подарок получила и сестра Даниила Алена. Она захотела портативную зарядку и беспроводные наушники. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Татарстан. В Алексеевском районе сегодня двойной праздник. Здесь открыли новый ледовый дворец и заложили первый камень в основание будущего центра бадминтона. Он будет первым из 9 запланированных в райцентрах. А новый ледовый дворец, построенный в рамках проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография», стал 50-м по счету в республике. Как на открытии заметил Алексей Песошин, в планах открыть в каждом райцентре ледовый дворец. Рамиль Шайдулин увидел, как спорт меняет жизнь к лучшему. Зрители, не отрывая глаз, следят за движениями юные фигуристки. 8-летней Самиры Софиулиной. Ее дед родом из Алексеевска. Сама она тренируется в Москве. Качество льда ничем не отличается от столичных площадок, говорит спортсменка. Лед хороший. Главное просто не волноваться и красиво откатать. Такие условия в Алексеевске появились всего за год. В декабре 2021-го на выезде из города начали возводить современный ледовый дворец. И вот к Новому году он завершен. Благодаря совместной работе объект из пустого места превратился в прекрасное сооружение. В Татарстане проводится системная работа по созданию современной спортивной инфраструктуры, что позволяет нам активно работать над
оздоровления населения. Здесь же Алексей Песошин от имени Рустама Миниханова вручил сертификат на приобретение спортивного инвентаря. Здесь же прошел товарищеский матч между хоккеистами Алексеевского и Алькеевского районов. А завтра дворец примет всех желающих. Для нас это очень хорошо, особенно для наших детей. Потому что каток есть у нас уличный, но охота было нам такой дворец. Нужно было давно такое сделать, чтобы больше появилось у нас хоккея, больше фигурного катания, потому что все-таки раньше было на улице неудобно им заниматься, а сейчас, мне кажется, наоборот, все будут тянуться сюда, в Ледовый дворец. Дворец построили благодаря проекту «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Татарстан является лидером по спортивной инфраструктуре. И вот мы приросли еще одним Ледовым дворцом. У нас вообще идея в ближайшее время завершить строительство подобного рода арен. Они такие уникальные, они достаточно типовые сейчас мы, которые строим. Вот, чтобы во всех муниципальных образованиях республики такие объекты у нас появились. Вот это у нас 50-й объект. Основа, наверное, основ – это массовость для того, чтобы, так скажем, население было возможность заниматься вот этими видами спорта непосредственно в районе. Вы знаете, что одни из лидеров в стране по количеству людей, которые ежедневно занимаются физкультурой и спортом. А этот объект обрадует поклонников другого, не менее популярного вида спорта. В Алексеевске сегодня заложили камень в основание будущего центра бадминтона. В районах республики такого еще нет, но будет 9 комплексов. Первый из 9 центров бадминтона закладывается в Алексеевском районе. Как выбирали эти 9 районов? Выбирали по спортивному принципу, где больше всего развит этот вид спорта, где больше всего достижений, там и строится. Поскорее бы открылся, чтобы мы начали там играть и продвигать бадминтон в Алексеевском и в Татарстане. Ждем, чтобы скорее его открыли. Просто мы сами тренируемся в 3-й школе. Охота было, чтобы какой-нибудь там центр бадминтона прям серьезно было. И как сегодня по виду смотреть, тут все серьезно, и все серьезно готовится, все серьезно готовятся. Ждем открытия поскорее. На строительство уже выделено больше 100 миллионов рублей. Ожидается, что новый центр распахнет двери до конца 2024 года. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Алексеевский район. Здесь же Алексей Песошин вручил ключи новоселам. 4-этажный дом на 24 квартиры построила компания «Алексеевсдорстрой» для своих работников. Так, сегодня в новое жилище заехала и многодетная семья Ивановых. Глава семейства, машинист катка, на предприятии работает 10-й год. Их дом возвели меньше, чем за год. Сейчас возводятся еще 2 похожих многоквартирных дома. Кто как работает, тот так и живет, тот так и отдыхает. «Алексеевсдорстрой» – это та компания, которая ни разу не подвела еще ни в одном деле. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов, ну и, конечно, радости от получения нового жилья. С праздником всех! В пригороде Казани появилась еще одна железнодорожная остановка – Южный парк. Платформу в Лаишевском районе открыли рядом с одноименным жилым комплексом. Об этом попросили местные жители. Отметим, эта территория активно застраивается, и транспортное сообщение с Казанью – один из основных вопросов. По железной дороге добраться до центра столицы Татарстана можно примерно за 15 минут. Новую платформу сделали из современных композиционных материалов. Как это поможет пассажирам и какие в целом планы развития этой жилой территории, узнал Дмитрий Аренин. Так называемый Лаишевский узел стал активно застраиваться 5 лет назад. Инициаторами появления здесь железнодорожной станции выступили местные жители. К решению вопроса подключились застройщик, РЖД и руководство республики. В августе месяце протокольно на встрече Рустама Ногаревича, Сергея Александровича было зафиксировано пунктом, чтобы платформа здесь была построена. Спасибо инициаторам. Комфорт, удобство для жителей – это много значит. Новая остановка будет называться Южный парк, как соседний жилой комплекс. Рядом строится еще несколько ЖК. Сейчас здесь живут уже около 3000 человек. От платформы до ближайших домов около 150 метров. Поезда здесь раньше ходили, но не останавливались. Из общественного транспорта был только автобус. Он едет прямо до центра города. И вот на автобусе. Ну, в непогоду, конечно, очень неудобно.
потому что и бывает и слякоть, и дождь, и снег, и ветер. Кому в центр, кому на компрессорной, кому где-то в сторону вокзала работают, да? Но это будет, я считаю, удобно. Еще одно подспорье. Ну, вообще до города транспорт ходит редко, а на электричке быстрее всего и в тепло, и в комфорте. Максимально комфортной сделали и саму платформу. Здесь есть освещение и скамейки. Перрон из композиционного материала, который не покрывается наледью. Платформа сделана так, что вот вы видите, да, вот снег вроде бы идет, нету наледи, не скользко, да. Эта платформа, она саморегулируемая, да, ее можно отрегулировать. Если ремонт пути делать, то ее не надо разбирать, мы ее можем сдвинуть в сторону, да, и поставить обратно в габарит, как положено. Сейчас в жилом комплексе у ЖД-платформы есть садик. Начинают строить еще один и школу. Понятно, жилье у нас идет всегда впереди. Для нормальной жизни, для комфортной жизни населения необходимо балансировать развитие всех инфраструктур, и транспортной инфраструктуры, и социальной, и коммунальной постепенно здесь появится. Сейчас по этому ЖД-пути ежедневно проходит 7 поездов. По просьбе жителей расписание электричек дорабатывают, чтобы оно было более удобным. Обновленный график появится после 10 января. Дмитрий Айринин, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. Управлением ФСБ России по Татарстану совместно с МВД задержан 21-летний житель республики, подозреваемый в причастности к деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Хаят Тахрир Ахшам». Молодой человек планировал отправиться в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне этой террористической организации. Возбуждено уголовное дело. Следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 прим. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической. Фигурант уголовного дела признал свою вину в содеянном преступлении. В Верховном суде Татарстана продолжается рассмотрение дела о трагедии в Казанской 175-й гимназии. Сегодня сторона обвинения огласила показания учеников 9 А класса. В связи с эпидобстановкой школьники в зале суда отсутствовали. По показаниям учеников, в момент трагедии они находились в 12-м кабинете на 3-м этаже, где проходил урок истории. Ближе к концу урока ученики и учитель услышали оповещение по громкоговорителю. Как рассказали дети следователям, директор Амина Валеева просила всех закрыть двери. Тогда учитель заперла кабинет на ключ и потребовала, чтобы дети пересели ближе к учительскому столу или спрятались под партами. Через минуту послышались звуки выстрелов. По показаниям учеников, их было порядка 10. Через некоторое время в кабинет постучали сотрудники полиции и завуч, которые вывели учеников и преподавателей из гимназии до забора школы. Там их уже встречали родители. Прокуратура отказалась утверждать обвинение директору Казанской 175-й гимназии Амине Валеевой. Почему снова дело вернули следствию и кто настаивает на дополнительном расследовании, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Рустам Минниханов в Арабских Эмиратах встретился с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммедом Аль-Джарваном. Рустам Минниханов рассказал, как в нашей стране отметили 1000-столетие официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Он подчеркнул, в многоконфессиональной России с уважением относятся ко всем религиям. Уверен, у нас есть хорошие перспективы для сотрудничества в рамках группы с Глобальным советом толерантности и мира. Миссия, которую вы несете, близка нам, заявил Рустам Минниханов. В год культурного наследия Нижнекамск получил большой подарок. Сегодня после реконструкции открылся театральный комплекс «Джалиль». Здесь расположится ТЮЗ. С 1994 года труппа ютилась в разных помещениях. Кинотеатр, училище, ДК. А теперь у актеров появился свой дом. Поздравить с новосельем приехал Фарид Мухаммедшин. Посетил он и другой дом «Дружбы народов», который в ожидании нового здания. Гульнар Минниханова подробнее. Рад вас приветствовать от имени русской национальной культуры. В Нижнекамском доме дружбы народов Фарида Мухаммедшина приветствуют на разных языках. Под одной крышей здесь работают 23 общественных и национально-культурных организаций. Это русская организация. Участницы клуба «Хозяюшки» вяжут теплые носки для военнослужащих. Фариду Мухаммедшину рассказывают, в зону СВО отправили более 400 пар. Ежегодно Дом дружбы народов проводит более 200 мероприятий. Их посетили 40 тысяч человек. Зданию с полувековой историей необходим ремонт и новые помещения.
Мы уже с Минихановым работаем на этой теме. Пока в этом году не было возможности. Оставь пока на следующий год. Здание возбар, территории возбар. Здание возжитни, достраивать. Еще год назад такая же проблема стояла у местного ТЮЗа. И вот сегодня новоселье. Труппе отдали здание бывшего кинотеатра «Джалиль». К основному зданию дополнительно пристроили помещение площадью в 2000 квадратных метров. Здесь есть гримерные, склад для хранения объемных декораций, столярные и пошивочные цехи, костюмерные. В общем, все для того, чтобы театр мог жить полноценной жизнью. Здесь обновили почти все, но неизменным осталось имя театра. «Джалиль» теперь это театральный комплекс. Добрый день, Ваше Величество. Сегодня гостям показывают отрывки из репертуара. Наталья Денисова в труппе 13 лет. За это время ей пришлось поработать в разных зданиях. Теперь появились родные стены. Мы будем радовать зрителей новыми постановками, федеральными проектами, дай бог. И ждем всегда с распростертыми объятиями зрителей, наших любимых. Это непередаваемые эмоции. Мы столько мучились, столько ждали, когда уже нам выделят это здание. То по школам, по училищам, актовые залы, какие-то комнаты, кабинеты. И наконец-то у нас огромное здание появилось. На сцене основатель ТЮЗа Татьяна Пляшева. Она руководила им 25 лет. Желаю, чтобы театр юного зрителя стал профессиональным. Он и так профессиональный, но чтобы он стал государственным театром юного зрителя. Обращаясь к нижнекамцам, Фарид Мухаммедшин сказал, это событие не только городского, а республиканского масштаба. Событие важное, нужное, и радость родителей была на лице. Дети эти, которые будут заниматься в ТЮЗе, в новом помещении, вот в этом театре, конечно, они будут оторваны от улицы, от негатива, от гаджетов всяких современных. И я думаю, они будут воспитанными людьми. В этом году в Татарстане по национальному проекту «Культура» реализовали 4 крупных проекта. Открыли драмтеатр «Мастеровые» в Набережных Челнах, центры культурного развития в Елабуге и Зеленодольске и реконструировали здание ТЮЗа в Нижнекамске. Всегда открытие новых объектов радует, но мне кажется, самое важное, чтобы здесь продолжалась жизнь, чтобы здесь было много детей, здесь много было зрителей. Опять-таки по проекту «Пушкинская карта» все возможности есть. Рамиль Муллин отметил, город и дальше будет вносить вклад в развитие культурного потенциала Татарстана. Первая постановка на новой сцене уже 22 января. Для малышей покажут сказку «Волшебные сны» Апуша. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Фарид Мухаммедшин в Набережных Челнах провел заседание местного отделения партии «Единая Россия». На встрече подвели итоги года. Ряды партийцев растут. Сейчас в Автограде 14 тысяч единороссов. Экономика города развивается. Весомый вклад вносят КАМАЗ и другие машиностроительные предприятия. Лидер единороссов республики поблагодарил своих коллег из Челнов за поддержку военнослужащих и семей мобилизованных. Фарид Мухаммедшин отметил, «Единая Россия» выполняет и объединяющую функцию, подставляя партийное плечо в решении самых актуальных вопросов. Сегодня в Доме журналистов прошла традиционная предновогодняя встреча председателя Союза журналистов республики с активными руководителями местных редакций. Союз охватывает 32 районных редакций, 20 СМИ в Казани и более 800 журналистов. Его основная цель – содействие развитию журналистики и помощь деятелям медиаотрасли. Сегодня в ряды Союза приняли новых членов. Это молодые руководители из районов. Благодарственные письма за многолетнюю работу руководителям самых активных СМИ вручил председатель Союза Ильшат Аминов. Было много сделано, были и гранты, которые распределяли через Союз журналистов, были различные программы. Поэтому, но эти люди, которые собрались здесь, это костяк нашего Союза, это неравнодушные, профессиональные и очень ответственные люди. Этот год для нашей редакции прошел очень продуктивно. В этом году мы открыли музей в редакции, отдавая дань памяти нашим сельским журналистам. И мы чтим их память, организуем конкурсы, мероприятия. Для себя открыли много творческих передач, реализовали грантовые передачи. Новые передачи у нас «Новости» по-взрослому выходила. Здоровье тоже жителям города понравились. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи!
Секретарь Татарстанского регионального отделения Фарид Мухаммедшин и партия «Единая Россия» поздравляют татарстанцев с новым 2023 годом. Здоровья, мира и добра вам и вашим семьям. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Специальное предложение на покупку больших квартир от Акбарсдом. Места хватит даже елки. Звоните 212 26 76. Сельхознаб Киндери – одна из ведущих компаний по поставке сельскохозяйственной техники и запасных частей. Современная качественная техника, выгодные условия, высокий уровень обслуживания. ООО «Сельхознаб Киндери». Плодотворное сотрудничество. Купил – кэшбэк. Купил – кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Продсклад «Победа». Майонез «Провансаль» мистер Рико 139,90. Сыр «Русская моцарелла» 115 грамм 76,90. Уважаемые жители Республики Татарстан, у вас есть возможность полностью списать свои долги. Вам поможет Банкрот-центр. Не теряйте времени. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Здравствуйте. Очередной циклон ворвался в наши края и повсеместно ожидаются осадки. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, в четверг в Бугульме и Бавлах-Азнакаево пройдет снег. Местами не исключена метель, температура станет выше. Ночью и днем около 80 градусов мороза. Не обойдется без осадков и в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ночью ожидается около 9 градусов мороза, а днем 7-8 градусов ниже 0. В Агрезе, Менделеевске, Актаныше снег. Ночью местами метель и до 14 градусов ниже 0. Днем около 9 градусов мороза. В Арске, Кукмаре, Балтасе ожидаются снегопады разной интенсивности. Не исключена метель, днем около 8 градусов мороза. В Булгаре, Дрожжаном, Буинске по прогнозу осадки, а также ночная метель. Ночью и днем 8 градусов мороза. В Альметьевске, Чисто, Полимамадыше облачная погода сохраняется. Пройдет снег, ночью 9 градусов мороза, днем 7 градусов ниже 0. В пятницу существенных изменений в погоде не ожидается. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром, подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. В Казани облачно, снег, ночью местами сильный, в ночное время и днем ожидается около 8 градусов ниже 0. Ветер северный слабый, ночью с усилениями, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, магнитное поле Земли в пределах нормы. На дорогах местами гололедица и снежные заносы. Как отмечала современная американская поэтесса Тейлор Свифт, этой зимой я хочу получить то, о чем мечтаю, и вычеркнуть тех, в ком ошиблась. В студии был Илья Андреев. Желаю вам солнечного настроения при любой погоде. Делитесь душевным теплом с любимыми, согревайте их сердца. Здоровья вам и сил.